СМИ телепрограмма «Точка взаимодействия» вместе с музеем города Якутска восстанавливает историческую память заброшенного кладбища в местности Хаты-Нурях, столицы Якутии, для создания сквера памяти поколений. Мы обратились к якутянам с просьбой рассказать о людях, которые похоронены на этом кладбище. И люди откликнулись и подтверждают, что на кладбище похоронены люди, герои нашего Отечества. Ответила правнучка семьи Лукиных, которая написала, что на кладбище захоронен Лукин Петр Михайлович, родившийся в Горном Улусе, Якутии 15 марта 22 года в селе Магарас, умер 20 сентября 1958 года. Профессиональный охотник, был призван в армию в 1943 году. Воевал в разведке, был ранен в спину. После госпиталя попал в роту охранения железнодорожного транспорта, сопровождал и охранял военные грузы. Участвовал в войне с Японией, имеет награды. Вернулся в Якутск летом 1946 года. Последнее место работы – отделение перевозки 139-го объединенного авиаотряда. Был женат на Нине Яковлевной Лукиной. Вот это могила моего отца, Лукин Петр Михайлович. Вот у него 3 детей, у меня еще 2 старших брата, я самая младшая. Ушел на войну отсюда, пришел с войны, познакомился с нашей мамой. В 1948 году они поженились. И все, там жили 3 детей, а потом он погиб на Белом озере. Она одна воспитывала 3 детей. Мы на Белом озере. Всю жизнь они там прожили. Это адрес Островок. Мы там живем сейчас, там живем. У нас мать, жена, значит, его, она умерла в этом году только вот 10 февраля, к сожалению, бабушка у нас ушла. Да. Ей было 94,5 года. Вот, она жила вот с нами там до последнего. Как по старинке говорится, как она могилка стоит, она так и должна стоять, да? Вроде там сильно нельзя уже потом там ставить какие-то памятники и так далее. Вот так, поэтому ее и оставляли. Но мы каждый год сюда, без исключения, где-то 2 раза в год мы приезжаем сюда. 9 мая обязательно к отцу приезжаем всегда. У меня же 2 брата было маленьких, а раньше награды играли с ими, и поэтому ничего не осталось. Мать говорила, и старший брат, да, у них как бы память побольше в этом плане, они перечисляли, у него была медаль, орденов не было, медаль за отвагу была, медаль за участие в Великой Отечественной войне, медаль за участие в Японской войне была, и еще 2 медали, какие они уже не помнят. Возвращаемся к военкомату. Вот смотрите, вот герои войны, в архивах должны быть данные о наградах человека, где он воевал, что он сделал для своей родины. Пока это первые сведения, но Тамара Ивановна написала о захоронении Лукиной Екатерины Николаевны. Она является женой погибшего героя войны. Родилась в селе Магарас, Горного района Якутии. Родила 3 детей. Тамара Николаевна, вот мы стоим рядом, это вот могила вашего героя. Я правильно говорю? Да, это Петр Михайлович, он является братом моего дедушки Михаила Михайловича. Михаил Михайлович Лукин, он захоронен в братской могиле, город Балаклава, Крымской области. Мы его нашли через интернет. Из выписки наградного листа. В период наступления боев в Крыму проявил стойкость и отвагу. 10 апреля 1944 года в бою за высоту храбростью увлек бойцов в атаку. В момент решительной схватки погиб от вражеской пули. Красноармеец Лукин Михаил Михайлович, стрелок 1-й стрелковой роты 77-го стрелкового полка 227-й стрелковой мужской краснознаменной дивизии, награжден орденом Отечественной войны 2-й степени посмертно. Похоронен в Крыму, в городе Севастополь, в районе города Балаклавы. У нас в Хаты-Нурях усадьба своя. Отец построил в 1936 году юрту якутскую и рубленый дом. Русский дом, отец, половина вот Лукина Макара Михайловича,
половина отцовская. Отец его продал Дугласом. В 41 году он продал. Его забрали на войну 10 августа 41 года. Отца моего. Я как раз родилась в этот день. Она даже... она... А я дочь. И вы тогда родились именно в этот Да, да, И в да. этот день сестра же. Мне 6 лет было, когда мама-то умерла, вот Екатерина Николаевна. Она еще в роддоме была, когда отца на пароход посадили. А почему говорят, что он так и не узнал, что у него дочь родилась? Потому что тот день они на пароходе их повезли. Когда его в армию призвали, он был маленьким подростком, да? После этого он его вообще не видел. Потом вот их мама умерла, заболела, и они остались сиротами, вот с Марией Михайловной. Ее отдали в детский дом, а он убежал и вот жил как раз-таки у Петра Михайловича. У него невестка была Нина Яковлевна, она сама это по национальности чувашка, да? И вот они его воспитали. Потому что он с детского дома тоже сбежал и хотел там жить, да. И вот он всю жизнь искал, где его отец. И вот наконец-то в 1990 году вышла книжка. Он очень любознательный, все время везде читает, смотрит, да. И вот он в этой книге выискал, что вот Лукин Михаил Михайлович в 1944 году был ранен и похоронен вот на братской могиле. После этого я вышла на сайт «Подвиг народа» в годы Великой Отечественной войны и как раз вот по поисковой системе нашла Лукин Михаил Михайлович. Их было двое. Один был с Ленинградской области, а один вот Якутская АССР. И там были вот наградные листы его, потом повестка призванная, которая с якутского горвоенкомата, да. И после этого я сразу догадалась, что это, оказывается, мой дедушка, то есть отец моего отца. 8 лет я уже охватился на уток. Я в совхозе якутский работал. И плотничал, столярничал, кузнечил. Да, люди добрые были, а работящие очень добрые. А здесь рядом, я так понимаю, целая Екатерина, да, династия Да, Лукиных. да, рода Лукиных. Здесь вот лежит моя бабушка Екатерина Николаевна, сестра родная Михаила Михайловича и Петра Михайловича, Акулина Михайловна. Вот. И рядом там еще вот есть могилка, это Лукин Макар Михайлович, тоже их вот, они родные братья и сестры. Я сразу скажу про Макара. Дело в том, что здесь была его внучка, я правильно говорю? Да, внучка. А она не знала, что здесь ее дед захоронен. Лукин Макар Михайлович. Это, получается, папа моего мамы. Он скончался во время войны в 1943 году. Я про него совсем мало знаю и даже не знала, где он захоронен. Он был болен, поэтому его не призвали. А его родные братья, вот Каил и Петр, они были уже призваны на войну. А этот Лукин Макар Михайлович, он кадровым охотником был. За счет колхоза постоянно охотился, сдавал пушнину. На острове Сафоне там ферма колхозная стояла, и там зимовали, он там умер. В марте месяц сюда приезжали, похоронили все колхозы. Вообще, конечно, такие встречи, они безумно ценные для нас в плане не только сохранения памяти, но в плане познания прошлого нашего города, потому что на самом деле вот какие-то реалии жизни мы знаем очень плохо. Да, и вот я
конечно, безумно благодарна нашим сегодняшним гостям, потому что они рассказали очень много интересного не только о своих родственниках, которые вот похоронены здесь, но вообще об этом районе города. Что здесь было в прошлом, какие семьи здесь жили в прошлом. Так что эти люди создали нам даже дальнейшие довольно большие перспективы по поиску жителей вот этих мест. Дело в том, что здесь оказалось был совхоз якутский. Точнее, был Сейчас тоже новый путь. А вообще было 33 колхоза здесь. Потом организовали здесь совхоз якутский. Такой совхоз, который полностью снабжал Якутск всем возможно. Вплоть до китайской фермы здесь было. И это считалось Хатынурякским сельским советом, который имел достаточно большую территорию, начинался от Вилюйского тракта и тянулся до самой Марки. Достаточно большие земли. Марина Николаевна, а вообще, когда вы узнали, что мы вот инициируем здесь создать сквер поколений, оградить и сделать нормальное кладбище, как вы к этому относитесь? Положительно отношусь. Все-таки это связь, продолжение рода, чтобы наши дети, внуки, правнуки знали своих бабушек, дедушек, откуда они родом. Я очень положительно к этому отношусь. Для меня была новость, но я предполагал, что здесь герой войны лежит, но не предполагал настолько, что здесь на самом деле можно и обелиск вашему герою, который по Балаклаве погиб в братском могиле, поставить. Как вы к этому относитесь? Вот идея вот такая есть у нас. Конечно, хорошо отношусь. Да. Обязательно надо. Откликнулась на наш призыв и семья Новгородовых, с которыми мы уже связались и ждем первой встречи и рассказа о героях, которые похоронены на заброшенном кладбище местности Хатынурях, столицы Якутии. Мы еще раз публикуем фамилии сохранившихся имен на заброшенном кладбище. Большинство мужских фамилий присутствуют в списках мемориала солдат Туймады, столицы Якутии. Если вы кого-либо узнали или думаете, что это ваши родственники, обращайтесь на электронную почту okruг_tv@mail.ru с пометкой «Сквер памяти поколений» или по телефону 7914 2 753 111, желательно в приложении WhatsApp.